Здравствуйте, в эфире новости, в студии Султания Истакаева. Сегодня в программе. На ЕГЭ в этом году будут регулировать почерк учащихся. Когда планируют завершить реконструкцию мечети в Джанкое. Шрифт Брайля на кнопках лифта для слабовидящих. На панелях вызова грузоподъемника они появились еще в одном доме Симферополя. 2 победы привез крымско-татарский ансамбль «Ахьяр» с международного чемпионата. Сколько участников собрал открытый кубок Белогорского района по тэквондо? 26 февраля 2014 год. Кульминационная дата, которая во многом определила дальнейшую судьбу Крыма. Об этом заявил Сергей Аксенов и добавил. Это был мирный протест, участники которого призвали Верховный Совет Республики как единственный легитимный орган власти взять на себя ответственность за мир и безопасность крымчан. Глава Крыма поблагодарил крымчан за мужество, выдержку и гражданскую зрелость. Мы могли рассчитывать только на себя и на помощь России. Конечно, в тот день никто из нас еще не знал, что уже 16 марта состоится общекрымский референдум, на котором подавляющее большинство крымчан выскажутся за воссоединение с Россией. Что благодаря историческому решению нашего президента воля народов Крыма будет выполнена, что наша крымская мечта получит правовое воплощение. Но все мы осознавали, что дороги назад нет. Администрация города совместно с общественным советом определили место памятника дважды Герою Советского Союза Медхану Султану. Скульптуру установят в центре города рядом с одноименной площадью. Инициатором проекта выступил общественный совет крымских татар при главе республики. Советом рассматривалось 2 предложения по установке этого памятника. Это скульптора, заслуженного скульптора и деятеля искусства Айдера Алиева. И второй проект – это тоже профессора нашего кафедры, нашего университета Заремы Нагаевой. Оба проекта в прошлом году были рассмотрены, и Советом было принято решение рекомендовать тот проект, который разработал Айдер Алиев. Памятник установят на внебюджетные средства, сумма 10 миллионов рублей. Из них 2 миллиона выделят 2 крупнейшие строительные компании Крыма. Ориентировочно это не касаясь благоустройства в чистом виде памятник. Хочу еще раз обратить внимание на то, что по всей стране это единственный будет памятник во весь рост столь знаковому герою не только для Крыма, но и для всей России. Я думаю, что сегодняшний день будет отмашкой для меценатов и спонсоров, которые готовы потратить свои финансовые ресурсы на реализацию данного проекта. Размер монументальной композиции составит более 3 метров. Благоустройством территории займется администрация города. Зеленые насаждения все будут сохранены до единого. Дополнительно будет, конечно, благоустройство сквера. Досадим зеленые насаждения, конечно же, газон и цветы. Торжественное открытие запланировано к столетию со дня рождения героя. На нем соберутся гости со всей России. Идею о запрете коммерческой рекламы в эфире телеканалов в день празднования 75-летия Победы показать поддержали в Общественной палате Крыма, добавив о таких же мерах касательно радиовещания. Об этом стало известно на заседании Общественной палаты Крыма. Единогласно проголосовали и за инициативу депутата Госсовета Крыма о почетном звании «Населенный пункт партизанской славы» для городов и сел Крыма. Что же касается регулятора, вообще, как показывать рекламу, сколько ее показывать, когда она должна быть, с каким промежутком, все это регулируется государством. Государство здесь является арбитром. Обсудили и формирование состава Общественной палаты республики. Полномочия членов палаты истекают 7 июня. И до 7 марта информацию о начале процедуры формирования состава органа разместят на сайте Госсовета Крыма. В этом году единый государственный экзамен будут сдавать около 750 тысяч выпускников. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Сдача ЕГЭ традиционно пройдет 3 потока. Досрочный период начнется 20 марта и продлится до
до 13 апреля. Основной с 25 мая по 29 июня, а дополнительный с 4 по 22 сентября. Самым популярным предметом в этом году стало обществознание. Его выбрал каждый второй выпускник. Экзамены по русскому языку и математике традиционно остаются обязательными. Регулировать почерк учащихся теперь будет специализированная программа. С этого года мы ее вводим в штатный режим. То есть все абсолютно работы по всем предметам, в том числе и сочинение, процедура сочинения, у нас пропускаются через программу, и эта программа определяет подчерка. И вот в прошлом году у нас было выявлено 75 работ этой программы, в которых в разных работах одного и того же участника или в сочинении был другой почерк. Пешком не ходим, все на лифт. В многоквартирном доме по улице 60 лет октября в Симферополе начал работать новый грузоподъемник. Теперь жители не считают ступеньки. Как велись работы, знает Наджия Исаева. Светлый, чистый и с большими зеркалами. Такой лифт запустили в 9-этажной высотке по улице 60 лет октября. 15-минутный марафон 125 ступенек был настоящим испытанием для жителей верхних этажей. Теперь добраться в свои квартиры они могут в новом лифте. Над подъемником табло с номером этажа. Во время остановки он проговаривается звуковым оповещением. А внутри кнопки со шрифтом Брайля. Таким лифтом теперь без проблем смогут пользоваться люди и со слабым зрением. Как слышно меня? Проверка связи. Лифт установили в 2019 году по программе «Капитальный ремонт в Республике Крым». Запустили 30 декабря. Сейчас он проходит контрольную проверку. В 2020 году запланировано 37 лифтов, по которым контракт уже заключен и реализуется. Сейчас идет поставка оборудования. А также 17 лифтов было перенесено с 2019 года по просьбе собственников. Это так называемые парные лифты, то есть подрядная организация выполняла замену одного лифта, не выводя из эксплуатации второй. Соответственно, первые лифты поменяли, сейчас приступили к замене вторых лифтов. С работой подрядчик справился за 3 месяца, но считать ступеньки людям пришлось еще год. Теперь все документы готовы, оборудование проверили. Ожидание стоило того, говорят жители. Мы этого года ждали, очень довольны. Лифт хорошо работает, вроде не ломался ни разу. Механизм новый, бесшумный. Заменили не только кабину, также очистили шахту и поменяли рельсы, по которым движется лифт. Дому 45 лет. Большая часть жильцов – пенсионеры. Каждый день, прожитый без лифта, отмечали в календаре. Для Александра Дербина и его соседей такие кардиотренировки были ежедневным ритуалом. Люди, старенькие люди, были в заточении, потому что выйти не могли. Всего в 2019 году было установлено около 500 лифтов. Программа по замене старого оборудования продолжается. В 2020 году установят еще десятки новых грузоподъемников. Но прежде на них неоднократно прокатятся специалисты управляющих компаний и Ростехнадзора. Наджия Исаева, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». В 44-й школе имени Алими Абденнановой в Симферополе прошел открытый урок памяти. Школьникам рассказали о трагедии сожженных деревень Крыма. В мероприятии также приняли участие педагоги, общественные деятели и профессоры КИПУ. Хотел подчеркнуть, что трагедия сожженных деревень – это прежде всего трагедия мирных жителей. Когда воюет армия, это понятно, потери неизбежны. Но жители оказались заложниками этой страшной ситуации, когда страдали люди, которые никаким образом не связаны ни с войной, ни с партизанским движением. По найденным архивным справкам общественники планируют издать книгу, где будут указаны все 127 сел. Издание максимальным тиражом планируют передать в школы, библиотеки и музеи республики. В период оккупации немецко-фашистские захватчики не могли
остановить народное такое сопротивление и начали сжигать деревни. И в основном попали под это горные районы, там, где находились села. И они начали их поджигать. Массовое сожжение было в ноябре-декабре месяца 1943 года. Одним из наиболее ярких эпизодов, которые запечатлено в газете «Красный Крым» и других документов, это деревня Улусала, деревня Лаки и другие. Реконструкция мечети, строительство спортивных залов, ограничение скоростного режима и асфальтирование дорог. Такие проблемы местные жители Красногвардейского района и города Джанкой озвучили депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Подробнее Севиля Меметова. В администрации Амурского сельского поселения идет прием граждан. Выслушать проблемы местных жителей приехал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Одной из первых к нему обратилась Алла Деркач. Она приехала из села Новоалексеевка Амурского сельского поселения. Там уже живет 40 лет. Женщина просит заасфальтировать основную дорогу. У нас вот этих 800 метров дороги жизни, мы ее так называем. По этой дороге в нас ходят дети в школу пешком, в школу Гаспринского, туда нету транспорта никакого. Детский садик в Октябрьской детей возят, потому что на нашей территории Амурского сельского поселения нету детского садика. И ходят люди в больницу, в поликлинику, на железнодорожный вокзал, в библиотеку и автовокзал, добираются на работу в Симферополь. Впервые к Руслану Бальбеку она обратилась 2 года назад. Тогда кроме дороги в их селе не было газа и воды. С тех пор 2 из 3 проблем тронулись с мертвой точки. Начали делать проектно-сметную документацию для проведения голубого топлива и искать подходящее место для бурения скважины. Это вот школа. Здесь строится садик. Вот здесь вот строится садик. Это тут школьный двор, вот тут вот дорога есть отсюда, потому что заезжали на стройку сюда. Также местные жители просили поспособствовать ограничению скоростного режима на 2 основных улицах и решить вопрос со строительством детского сада. Объект уже год заморожен. Подрядчик оказался недобросовестным и не выполнил поставленную задачу. Люди должны знать, какие перспективы, когда будет завершение строительства и что на данный момент происходит, какие решения приняты заказчиком. Конечно же, эти вопросы будут взяты мной на контроль. А это единственная мечеть в городе Джанкой. Год назад ее начали реконструировать. Музафир Керимов работает здесь имамом с 1991 года. Рассказывает, в культовом сооружении все делается усилиями местных жителей. Вот мы тут сделали большой навес 20 на 10 метров. Все вместе с народом собрали деньги, молодые люди купили стройматериалы и построили место для ифтара. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Проходите. Посмотреть культовый объект и пообщаться с мусульманской общиной приехал Руслан Бальбек. За чашкой горячего чая местные жители рассказывают депутату о проделанной работе. Здесь активисты сами сделали новую лестницу, провели внутренние отделочные работы и частично приступили к натяжке подвесного потолка. Мы уже много работы сделали, газ провели, после сделали теплые полы, теперь в мечети тепло. Люди приходят с удовольствием, делают намаз и общаются. Это объединяет народ. Культовое сооружение стоит за чертой Джанкоя, которая разделяет город на 2 части. Поэтому мусульманская община обратилась с просьбой выделить участок земли для строительства еще одной мечети в центре. Местная администрация пошла навстречу и предложила 4 варианта. Решается вопрос о выделении земли и на строительство джами в городе, чтобы люди, которые проживают на той части города, могли также беспрепятственно в любое время посещать джами, так как сюда не все могут добираться в эту часть. И многие, кто из-за этого и не ходит, не посещает джами. Также местные жители попросили построить спортивный комплекс рядом с культовым сооружением. Очень много детей, которые готовы заниматься спортом. Есть и тренерский состав, причем по всем видам силовых единоборств. Это и борьба, и тэквондо, и бокс, что, конечно же, говорит о том, что этот спортзал востребован. Сейчас это место для проведения ифтара, но местные мусульмане предлагают использовать его более рационально. И как спортзал, и
в период праздников, особенно приближающегося Ураза-Байрама, во времена разговения, ифтара, конечно же, можно будет это также использовать для коллективных разговений. Реконструкцию религиозного комплекса планируют завершить до начала священного месяца Рамазан. Джанкойцы хотят провести праздник уже в отреставрированной мечети. Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет». В Симферополе простились с вице-президентом Крымской Федерации борьбы Куреш Энвером Усеиновым. Последний путь его проводили родственники, коллеги и соотечественники. Большинство турниров по национальной борьбе проходили под его руководством. Помощь в организации соревнований ложились на его плечи. Также он ежегодно организовывал встречи односельчан. Он возрождал нашу национальную борьбу. Был национальной гордостью, радовался, когда видел развитие спорта. Он навсегда останется в нашей памяти патриотом, терпение близким. Очень хороший человек был. Жалко, что вот так вот ушел. Быстро еще жить и жить бы ему. Напомним, сердце Энверага остановилось вчера днем. Выражаем соболезнования всем его близким. Телемост, флешмоб, презентация выставки и литературно-вокальные произведения. Так, в Крымско-Татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского провели вечер воинской славы «Имя, достойное памяти». Его посвятили столетию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана. С мероприятия сюжет Айше Шулаковой. В нашем регионе сформирована мощная и дружная команда активистов. Телемост Симферополь-Махачкала. На связи руководитель Дагестанского молодежного патриотического общественного движения Амитхановцы Лаура Курбанова. Очень хочется, чтобы о подвиге дважды Героя Советского Союза, легенды советской авиации Амитхане Султане знало как можно больше людей. Так, в Крымско-Татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского проходит вечер воинской славы «Имя, достойное памяти». Это открытие цикла мероприятий, посвященных столетию со дня рождения легендарного летчика Амитхана Султана. Показать его характер, показать его работу, показать его дружбу между народами. А это уже кадры из сюжета детского телевидения «Взлет». Юные журналисты подготовили видеоматериал о жизни крымского «Сокола» в Жуковском. Именно в этом городе Амитхан Султан работал летчиком-испытателем в летно-исследовательском институте. Улица Амитхан Султана на карте города Жуковского появилась в 1971 году. Позже на доме номер 1 была установлена мемориальная доска в память о летчике. Послушать о боевых подвигах и узнать о малоизвестных фактах из жизни заслуженного летчика-испытателя собрались представители Министерства культуры Крыма, творческая интеллигенция, школьники и читатели заведения, а также те, кому посчастливилось лично знать Амитхана Султана. Взгляд такой спокойный, уверенный. Человек, легенда. Лимара Сейджемилова рассказала гостям мероприятия о случайной встрече с летчиком асом в далеком 1965 году. Тогда она с родными отдыхала в Крыму. Специально поехали в Алупку, чтобы сделать фото у бюста Амитхана Султана. И в это время кто-то из моих родственников, они уже взрослые люди, увидели Амитхан Султана, сидящего на скамеечке. И они говорят, так вот он и сам здесь. Пойдемте, подойдем к нему. И подошли к нему. А там сидел Амитхан Султан, его жена. И вот когда они стали с ним разговаривать, общаться, в это время, значит, я стояла в сторонке и смотрела за ним, что такой человек, герой, в общем, все известные. И в такой простой форме одежды. Снимками из жизни дважды Героя Советского Союза поделился и читатель библиотеки Мухаммед Нагашев. Эти фотографии попали к нему из личного архива родной тети Амитхана Султана. Вот у меня в руках карта Амитхана Султана. И на экране тоже, да. Где он учился, воевал, сбивал самолеты. Амитхан Султан за боевые заслуги получил множество государственных наград. Я скажу словами трижды Героя Советского Союза Ивана Никитича Кашедуба. То, что сделал Амитхан, хватило бы на десятки летчиков. И на самом деле, вы понимаете, такие личности, как Амитхан Султан, приходят в жизнь. Если не в 1000, то 100 лет раз. А это ученики 5 класса 44-й школы имени Алими Абдынановой. Называют их «Сокола Амитхана». Я думаю, что это будет достойный отряд будущих летчиков, гражданских, правда, которые надолго сохранят в памяти и в душе то, что они именно «Соколы Амитхана». Да, Балвар?
Да? Да. Вниманию гостей представили книжно-фотодокументальную выставку «Амедхан Султан. Славный сын крымской земли». А студенты кафедры изобразительного искусства КИПУ имени Февзи Якубова презентовали свои картины. Куратор проекта – председатель Ассоциации крымско-татарских художников Ирфан Нафиев. Давайте поаплодируем им. Да. В библиотеке объявили детский конкурс творческих работ «Путеводная звезда» Амедхана Султана и проведение читательской конференции «Амедхан Султан. Герой-легенда». Еще готовят к изданию библиографический указатель о жизни и деятельности летчика-испытателя. В завершении вечера в небо запустили воздушные шары, как символ мирного неба над нашей страной. Отчасти оно такое благодаря великому сыну крымско-татарского народа, дважды Героя Советского Союза Амедхана Султана. Айша Шулакова, Максим Турчев, телеканал «Миллет». Ученики 3-го класса Мелек Мусладинова и Аблямит Ибрагимов стали победителями 15-го всекрымского творческого конкурса «Язык. Душа народа». В нем принимали участие победители всех муниципалитетов полуострова. Школьники выступили в номинации «Декламация на крымско-татарском языке» со стихом Мусы Джалиля о победе в Великой Отечественной войне. Эгер мен сөйлемесем, эгер сен сөйлемесең, эгер біз сөйлемесек, біздің Қырым-татар тілінде, баба деде тілінде, насыл тұрын олып бізде, ватанымның өлкесінде. Эгер мен оқымасам, эгер сен оқымасаң, эгер біз оқымасақ, біздің Қырым-татар тілінде, ефлет насыл язычақ, баба деде тілінде, гунах олу, гунах бізде. Қырымжалов етмесек, келечек несілмізге, ана тілінде етмесек. Теперь школьники поедут в Москву для участия в международной конференции по лингвистике. Крымско-татарский ансамбль «Ахяр» стал победителем 3-го рейтингового чемпионата по хореографии «Танц-экватор. Время-зима». Сразу в 2 возрастных категориях. Теперь у коллектива есть возможность представить республику в финале международной гранд-ассамблеи лауреатов. Эльмас Аблакимова продолжит. Грузинский танец «Рачули» в исполнении младшей группы ансамбля «Ахяр». Сегодня не на паркете, а в спортивном зале Орловской школы. Эта постановка принесла победу ансамблю в чемпионате по хореографии «Танц-экватор. Время-зима». Грузинские постановки эмоциональные, насыщенные, технически сложные, рассказывают юные танцоры, но репетировали долго и усердно, поэтому волнения на сцене не было, говорит 10-летний Зульфер Кинджаметов. Мы были уверены в своей победе. Мама привила любовь к танцам, и мы с сестрой вместе тут занимаемся. «Танц-экватор» – рейтинговый чемпионат по хореографии. Крымский этап проходил в Симферополе в начале февраля. Среди сотен ансамблей и солистов «Ахяр» забрал 2 призовых места. Ян Головин занимается танцами 9 лет. Сегодня он исполняет мужскую партию в узбекском народном танце. Это 2-я победная постановка. Мы танцевали узбекский танец, только хорезмская школа. Чем отличается хорезм от простого узбекского танца? Своей изящностью, яркими движениями и более красочными костюмами. Теперь у воспитанников ансамбля есть возможность выступить на всероссийском этапе конкурса. Недавно они взяли гран-при в севастопольском конкурсе «Я и мой учитель». Постановка, посвященная Великой Победе, не оставила равнодушной жюри. На сегодняшний день ансамбль «Ахяр» уверенными шагами идет, радует нас очень. Он объединяет в себя более 200 детей с Качинской долины в основном, которые участвуют во всех наших национальных праздниках, и не только национальных, но и общегородских. Крымско-татарский «Ахяр» – это калейдоскоп культур. Более 200 детей в возрасте от 6 до 18 лет исполняют танцы всех народов Крыма. Дружба – это все-таки самое главное. Толерантность, она должна присутствовать в каждом народе, потому что в Крыму очень много разных национальностей, и каждый должен уважать друг друга. Это я воспитываю в детях и стараюсь донести до них, чтобы они дальше росли с этим. В этом году ансамбль отметит 10-летний юбилей. 25 апреля на базе Центра культуры в Севастополе пройдет отчетный концерт, где покажут самые яркие постановки. Эльмас Аблакимова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет».
Открытый кубок Белогорского района по тэквондо на одном ковре собрал более 160 участников из разных регионов Крыма. Турнир посвящен 75-летию Великой Победы. Спортсмены соревновались в 3 дисциплинах. Об их мастерстве и результатах узнаете в нашем следующем сюжете. Жесткий, точный и сокрушительный удар. Обладатель черного пояса, чемпион Крыма Керим Насыров показывает свою взрывную силу в дисциплине «Сила удара». Так начинается открытый кубок Белогорского района по тэквондо. Ежедневный труд и максимальные усилия. Эти качества помогают достигнуть 16-летнему Кериму главной цели. Это все упор на тренировки и мой тренер, который говорит все мне как надо, что делать. Самое главное, надо слушать тренера. Юная Ангелина Максименко показывает лучший результат в дисциплине туль. Ее выносливость, гибкость и скорость позволяет опередить всех своих соперниц. Сейчас главная мотивация Ангелины – участие на международном турнире по тэквондо «Кубок Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Чтобы более эффектно там выступить, я хотела бы попрактиковаться на более мелкомасштабных соревнованиях. Открытый кубок по тэквондо Белогорского района собрал более 160 участников со всего полуострова. Свое мастерство спортсмены показывают в 3 дисциплинах – туль, сила удара и спарринг. Турнир посвящен 75-летию Великой Победы. У нас развивается борьба, тэквондо, бокс. И чем больше мы будем молодежь вовлекать в спорт, тем мы их больше будем забирать с улиц и отучать их от пагубных каких-то привычек. Эти соревнования для нас уже традиционные. В 3-й раз мы здесь собираемся. Отрадно, что количество молодежи, которая теперь занимается этим видом спорта, оно растет. Тэквондо включает в себя духовное и физическое развитие. Основа этого боевого искусства – этикет и уважение. Но в человеке в первую очередь тэквондо воспитывает доброту. В первую очередь. Доброту, уважение к старшим, младшим, ни в коем случае никакой агрессии. Теперь победителям турнира предстоит сразиться за медали на Кубке Грифона и чемпионате Крыма, чтобы после пройти на всероссийский уровень. София Шукурова, Султанесия Такаева, Санзивадинов, телеканал Миллет. 28 февраля с 10:00 до 16:00 в Крыму пройдет единый день оказания бесплатной юридической помощи. Это инициатива общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» совместно с различными министерствами и ведомствами республики. Консультации опытных специалистов могут воспользоваться физические и юридические лица. Точные адреса вы можете увидеть на своих экранах. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго! We'll be right back.